Мое дорогое дитя, если вы когда-либо чувствовали себя обремененными потерянными надеждами и разбитыми мечтами, запомните это послание. Эти слова способны тронуть ваше сердце и придать новый смысл вашему существованию. Возможно, вы представляли, каково было бы знать, что даже в самые мрачные времена вы не одиноки, или мечтали почувствовать себя полностью обновленным после преодоления ранее непреодолимых препятствий. Знайте, что это недалекая мечта, а реальность, которой вы можете достичь. Благодаря этому сообщению вы обретете постоянное присутствие рядом с вами, готовое направлять и благословлять вас за пределами того, что вы можете себе представить. Если вы ищете надежду и хотите настоящей трансформации, не теряйте больше времени. Откройте свое сердце, чтобы услышать правду, способную изменить ход вашей истории. Теперь внимательно слушайте каждое слово, они подобраны специально для вас. Бог в своей бесконечной мудрости стал свидетелем истинности вашего поиска, размышляя над истиной в вашем разбитом сердце. Он видит каждую тайную слезу и заявляет, что несправедливо отнятое у тебя будет восстановлено. Это послание приходит к вам как утешительные объятия, приносящие облегчение и надежду. Бог говорит, что иногда ты идешь один во тьме, пытаясь найти свет. Однако даже в самом глубоком одиночестве есть присутствие, которое никогда не покидает вас. Бог с тобой, превращающий тени в утро. Он протягивает вам руку с такой широкой и глубокой любовью, готовый благословить вас сверх ваших ожиданий. Рядом с ним ты сможешь достичь невообразимых высот, если откроешь свое сердце и примешь эту истину. Ваша жизнь начнет отражать божественную силу и славу. Подождите и посмотрите, трансформация уже идет. С благодарностью прокомментируйте: «Я благодарен за Твою бесконечную любовь, Господи». Ощущение объятия Божьей любви способны изменить все. Поделитесь этим воодушевляющим посланием, поставив лайк и поделившись этим видео. Подпишитесь на наш канал, чтобы получить божественное присутствие в вашей жизни. Легко игнорировать совет, когда дела кажутся непосильными, но именно тогда вам нужно обратить внимание на Божье Слово. Он не просто сказка или миф, а реальное и могущественное присутствие, способное изменить ход вашей жизни. Уважайте и подчиняйтесь их словам, потому что это больше, чем просто буквы на странице. Это семена, которые могут вырасти в благословение и победу. Не позволяйте пессимистическим комментариям или голосам попытаться изменить вас. Ваша ценность заключается в божественном плане, который Бог приготовил для вас. Кроме того, всегда есть открытое приглашение к подлинному диалогу с Создателем. Ему нужны близкие, регулярные отношения, независимо от того, начинаете ли вы день, ищете тихий момент во второй половине дня или собираетесь расслабиться вечером. Когда вы преклоняете колени в молитве, вы рассказываете о своей борьбе и обещаете сверхъестественную силу, которая может привести к чудесам, которые могут изменить вашу жизнь. Помните, что вам важно оставаться верными, и пусть ваши слова всегда будут конструктивными, потому что это будет отражать Божью любовь к вам. Эта любовь вечна, нерушима и ждет вашего ответа. Провозгласите с надеждой в руках: «Господи, теперь я нахожу прибежище и покой». Позвольте себе почувствовать облегчение, вспомнив утешительную истину: больше нет причин для беспокойства,
даже когда вы сталкиваетесь с, казалось бы, непреодолимыми трудностями. Если ваша вера опирается на божественную силу, вы обязательно преодолеете все препятствия и врагов. Будьте готовы, потому что ближайшие несколько дней принесут вам огромную радость. Будьте тверды и настойчивы в преодолении трудностей. Если что-то пойдет не так, знайте, что есть больший план. Бог дает вам мудрость и надежду и призывает вас решительно двигаться вперед, пока вы не достигнете своих целей. Тогда вы почувствуете глубокую радость, видя, как Его обещания сбываются в вашей жизни. Выразите свою благодарность, отправив СМС на номер 111. Получите это божественное послание и позвольте ему коснуться вашего сердца. Он был свободен от отчаяния. В душе твоей нет места беспокойству, потому что, когда ты приближаешься к Богу уставший и подавленный, Он обещает помазать тебя святым елеем, приносящим небесный мир. Будьте смелыми и не поддавайтесь потрясению. Он знает, что Бог показывает свою силу не просто для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы укрепить тех, кто верит в Него. Держитесь подальше от тех, кто сеет сомнения, тех, кто ведет бессмысленную жизнь и дистанцируется от преобразующей благодати. Помните, что вы разные, ваш взгляд на жизнь изменился. И даже если вы человек и легко утомляетесь, знайте, что Бог здесь, чтобы обновить вашу веру и силы. С полной уверенностью провозгласите: «А Господь, Твоя сила, основа моего сопротивления рассвету». Поднимитесь и позвольте устам вашим дышать хвалой, пропитанной преданностью и преданностью. Бог уверяет вас, что никогда не оставит вас и никогда не хочет, чтобы вы оставили Его. Доверьтесь мне полностью, руки Бога всегда открыты, чтобы принять вас. Ваши молитвы и вопли достигнут небесных ушей, которые ответят вам с полным вниманием. Распространяйте оптимизм, данный вам сегодня, и будьте готовы поделиться благословениями завтрашнего дня. Цените этот день, полный обещаний без горечи, полный мужества и силы. Вы родились с определенной целью, ваша дата и время рождения выбраны сознательно. Будьте уверены, что ваши трудности и невзгоды являются частью божественного плана, который приведет вас к процветанию и изобилию. Эмоциональные страдания теперь закончились, духовная нищета уступает место к богатству вечного счастья. Ценность, которую Бог дает вам в наследие, сделает вас невосприимчивым к нападкам со стороны других. И когда они осознают божественную силу, которая находится внутри вас, ваши враги замерзнут, а те, кто когда-то насмехался над вами, будут искать ваших слов исцеления. Комментарий: Господь мой пастырь, и у меня нет недостатка ни в чем. Божественное послание, которое приходит к вам, приносит надежду и облегчение. Не упустите эту возможность, поставьте лайк и поделитесь этим видео прямо сейчас. Подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше воодушевляющих сообщений сегодня и прямо сейчас. Вы получили чудесный подарок – полное прощение. Это святилище милосердия признает мужество, которое привело вас к ногам вашего Создателя, и признание прошлых ошибок, которые вы, возможно, не смогли преодолеть. Откройте глаза и уши, слушайте божественный голос, полный терпения и любви. Он зовет вас, требуя вашего внимания. Не ожесточайте своих сердец, долгая прогулка по пустыне жизни, возможно, превратила ваши желания в пепел,
но вас ждет источник живой воды. Пришло время остановиться и принять важное решение – следовать за Богом. Ему не удастся восстановить вашу жизнь, подарив вам вечное счастье, которое не сможет омрачить ни одна буря в этом мире. Поднимаясь и двигаясь вперед, никогда не сомневайтесь в предложенной вам любви, которая превосходит все и не может быть ни с чем сравнима. Ваша доброта не уменьшается из-за препятствий, с которыми вы сталкиваетесь, и ваше существование не определяется неудачами. Ценность ваших слов заключается в вашей настойчивости и вере. Не недооценивайте Божью благодать и прощение. Божья любовь непоколебима и постоянна, как бы мир не относился к вам. Если кто-то, кому вы доверяете, насмехался или предал вас, знайте, что Создатель выше этой неудачи. Под одним небом и праведники, и неправедные сталкиваются с трудностями, но за теми, кто служит и чтит Бога, который никогда не смеется над его жертвой, Всевышний наблюдает за всеми их стараниями. Он прощает несовершенство и неустанно укрепляет его. С уверенностью в своей верности напишите: «Нахожу прибежище свое, Господи». Бог вступил с вами в небесный союз, вечное обязательство, представленное звездами на небесных крыльях. Он дал вам спасение, сделав вас наследниками благословений, которые приносят силу, мир, терпение и любовь. Ваши глаза откроются, чтобы увидеть за пределами невзгод, а ваше сердце наполнится будущим, которое вас ждет. Ваш путь вымощен небесными силами и обновленными союзами. Помните, что вас глубоко любят и никогда не бросят. Провозгласите эти сильные слова, которые отражают непоколебимую силу веры, которая сделает вас стойким перед лицом страданий и великим перед лицом испытаний. Сегодня Бог предлагает утешение вашему обеспокоенному сердцу. Всякий раз, когда Он заговаривает с вами, вы почувствуете Его постоянное ласковое присутствие. Я хочу, чтобы вы верили в Него больше, чем в любое другое существо во Вселенной. Оно наполнит вас силой, и вы сможете открытыми глазами увидеть замыслы тех, кто тайно замышляет против вас. Никакое злое действие не может затронуть вас, потому что вы в безопасности в руках Бога. Покажите свою веру, набрав 777. Вам нужны воодушевление и смелость, чтобы противостоять жизненным трудностям. Божье Слово имеет силу изменить, принести мир и спокойствие. Ставка лайка и подписка – это приглашение к тому, чтобы эти благословения пришли и к вам с гарантией небесной защиты. Помните, что вас гармонично окружают ангелы-хранители, которые образуют защитный барьер вокруг вашей жизни. Любое зло, нападающее на вас, нейтрализуется. Бог разрушил тщательно продуманные планы тех, у кого были разрушительные намерения, и превратил их в пыль. Даже когда враг в ярости атаковал, их планы провалились, и они сами с позором ушли. Поэтому отвергните всех негативных духов, и пусть ваша речь будет словами веры и надежды. Твердо держитесь своего божественного обязательства и не теряйте силы из-за распространения клеветы, оскорблений или лжи. Вы способны преодолеть и достичь необыкновенных размеров, места, куда Бог хочет вас привести. Однако этот прогресс можно остановить, если прислушаться к тем, кто пытается увести вас в пропасть. Божий план для вас – это процветание и изобилие, и ваше отношение к победе имеет важное значение для достижения всех побед, которых вы уже достигли, и побед в будущем.
Они олицетворяют не только Божью верность и любовь, но и вашу истинную преданность Ему. Провозгласите с полной уверенностью: «Господь, я доверяю Твоим обещаниям, которые никогда не меняются, в каждой детали Твоих путей, в Твоем ежедневном отношении верности и поклонения». Бог всегда хочет быть главным действующим лицом. Он готов явить чудеса в твое ухо. Никогда об этом не слышал, и это потому, что ты действительно ценишь эти отношения. Вы помните ночи, когда Бог нашептывал божественные сны в ваше сердце, и как вы просыпались отдохнувшими, более ясно видя свою цель и судьбу. Именно ваша необыкновенная вера приносит духовное пробуждение в вашу жизнь и дом. Это время исцеления, время принести обиды или непрощение пред Богом. Пришло время отбросить наши разногласия и принять преобразующее примирение. И не суди тех, кто, признавая свои ошибки, приближается к тебе. Подожди меня, опасность, которую причинил тебе твой враг, и это наполняет его сердце радостью. Божья любовь к вам невероятна, и его стремление излить на вас благословение мира, радости и изобилия. Мужество в каждом мгновении, которое вы проводите с ним, заключайте новый контракт, дарите ему сверхъестественную любовь, и в течение дня вы снова услышите его голос и почувствуете его присутствие, где бы вы ни находились. Бог желает близкого и регулярного общения с вами. Подойдите к Нему с искренним сердцем и откройте для себя бесконечную любовь, которую Он может вам предложить. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться. Осознайте сострадание в каждом слове, которое исходит из этого вдохновляющего послания. Иди дальше. С уверенностью, потому что свидетельства вашей жизни, ваших действий и ваших успехов откроют несомненное присутствие Бога рядом с вами. Божественные благословения текут к вам, Божья благодать излилась обильно. Он обитает в искренних сердцах, а именно в тех, кто просто повторяет Его имя со смирением и истинной верой. Всегда помните, что вы можете положиться на силу и верность Создателя. Он обещает, что никогда не оставит и не забудет тебя. Не поддавайтесь импульсам во время гнева, когда сталкиваетесь с провокацией, проблемами и чувством слабости. Найдите прибежище в мире, которое может дать только Он. Послушайте еще раз и позвольте этому резонировать с вами. Никогда не бойтесь, никогда не принимайте поспешных решений, которые могут привести к сожалениям и ослабить энтузиазм. Когда вы чувствуете агрессивность, постарайтесь не реагировать бурно, так как это может омрачить вашу душу и задушить волю к жизни. Отнеситесь к этим словам серьезно, поскольку они особенно предназначены для тех из вас, кто чувствует тяжесть ежедневных проблем. Провозгласите: «Господь, я верю в Твое утешительное и вечное присутствие». Бог призывает вас: приходите, говорите и делитесь своими заботами. Он готов слушать. Ответьте и проявите любовь, превосходящую ваше понимание, но для того, чтобы это произошло, вы должны сверхъестественным образом впустить ее в свою жизнь. Ваша зависимость от Бога станет ключом к ожидаемому вами процветанию. Долгожданная благая весть придет, потому что Божья сила реальна в верующих с чистыми и преданными сердцами. Осознайте, что ваш путь не будет свободен от трудностей. Вы встретите людей, которые будут подвергать сомнению, бросать вызов и вызывать битву, но примите во внимание эту истину.
Не бойтесь, ваши оппоненты смогут похвастаться несуществующими достоинствами и скрыть свои ошибки за завесой кажущегося совершенства. Тем временем вы продолжите получать бесконечные Божьи благословения и преодолевать все трудности с непоколебимой верой. С благодарностью прокомментируйте: «Господь, в Тебе я нахожу силу преодолеть все трудности». Божественное послание, которое вы только что услышали, полно надежды и оптимизма. Помогите распространить эту хорошую новость, поставив лайк, поделившись этим видео и подписавшись на наш канал. Вместе мы можем принести веру и ободрение многим сердцам. Вы драгоценный член божественной семьи, сын вы или дочь, и можете быть уверены, что ничто и никто не сможет противостоять вам, потому что сам Бог – ваш защитник. Не чувствуйте себя одиноким или растерянным, даже если ложь пытается вас сбить с толку, потому что упадок разрушается всемогуществом Творца. Как возлюбленный сын или дочь, идущие по Божьему пути с послушанием и верой, знайте, что у вас есть истинная свобода, которую Бог хочет дать вам, и которая освободит вас от всех духовных страданий. Из-за божественной жертвы была пролита святая и чистая кровь, и когда вы слушали голос небес, пришло исцеление, которое полностью охватило вас. С уверенностью провозгласите: «А Господь, я верю в Твое вечное присутствие». Не бойтесь, не грустите, не отчаивайтесь. Поверьте мне, потому что сегодня я ваш Бог, обращающийся к самой глубокой части вашего существа. Прислушиваясь к своим самым искренним желаниям, чувствуя пульс сердца, ищущего истину и простоту. Молитвы каждого человека достигают дверей моего престола благодати, и оттуда льется бесконечный поток благословений. Мое присутствие сильнее рядом с сердцем, свободным от гордыни, сердцем, которое признает свои прошлые неудачи и понимает, что все они стерты передо мной, как только что выпавший снег. Вот какую чистоту я вижу в тебе. Поверить в это может быть непросто, особенно когда поспешные решения привели к разочарованию. Не увлекайтесь, я понимаю и нахожусь здесь, чтобы приветствовать, заботиться и направлять каждого из вас к исполнению судьбы, которую я приготовил для вас. Он утверждал: «Я очищен и обновлен благодатью Божией, я возлюбленный сын». Если вы все еще чувствуете себя подавленным потерянными надеждами и разбитыми мечтами, прислушайтесь к этому сообщению. Эти слова способны тронуть ваше сердце и придать новый смысл вашему существованию. Возможно, вы представляли, каково было бы знать, что даже в самые мрачные времена вы не одиноки, или мечтали почувствовать себя полностью обновленным и обновленным после преодоления ранее непреодолимых препятствий. Знайте, что это недалекая мечта, а реальность, которой вы можете достичь. Благодаря этому сообщению вы обретете постоянное присутствие рядом с вами, готовое направлять и благословлять вас за пределами того, что вы можете себе представить. Если вы ищете надежду и хотите настоящей трансформации, не теряйте больше времени. Откройте свое сердце силе изменить направление вашей истории. Теперь внимательно слушайте каждое слово, они подобраны специально для вас. Бог в своей бесконечной мудрости стал свидетелем истинности вашего поиска, размышляя над истиной в вашем разбитом сердце. Он видит каждую тайную слезу и заявляет, что несправедливо отнятое у тебя будет восстановлено. Это послание приходит к вам как утешительные объятия, приносящие облегчение и надежду. Бог сказал: «Иногда кажется, что ты идешь один во тьме,
пытаясь найти свет. Однако даже в самом глубоком одиночестве есть присутствие, которое никогда не покидает тебя. Бог рядом с тобой, превращая тени в утренние волны. Он приближается с такой огромной и глубокой любовью, готовый благословить вас сверх ваших ожиданий. Рядом с Ним вы сможете достичь невообразимых высот. Если вы откроете свое сердце и примете эту истину, ваша жизнь начнет отражать божественную силу и славу. Ждать и смотреть, трансформация идет. С благодарностью прокомментируйте: «Я благодарен за Твою бесконечную любовь, Господи». Ощущение объятия Божьей любви способны изменить все. Поделитесь этим воодушевляющим посланием, поставив лайк и поделившись этим видео. Подпишитесь на наш канал, чтобы получить божественное присутствие в вашей жизни. Легко игнорировать совет, когда дела кажутся непосильными, но именно тогда вам нужно обратить внимание на Божье Слово. Он не просто сказка или миф, а реальное и могущественное присутствие, способное изменить ход вашей жизни. Уважайте и подчиняйтесь их словам, потому что это больше, чем просто буквы на странице. Это семена, которые могут вырасти в благословение и победу. Не позволяйте пессимистическим комментариям или голосам попытаться изменить вас. Ваша ценность заключается в божественном плане, который Бог приготовил для вас. Кроме того, всегда есть открытое приглашение к подлинному диалогу с Создателем. Ему нужны близкие, регулярные отношения, независимо от того, начинаете ли вы свой день или находите тихий момент вечером. Поздно или собираюсь отдохнуть этой ночью. Когда вы преклоняете колени в молитве, вы рассказываете о своей борьбе и обещаете сверхъестественную силу, которая может привести к чудесам, которые могут изменить вашу жизнь. Помните, что вам важно оставаться верными, и пусть ваши слова всегда будут конструктивными, потому что это будет отражать Божью любовь к вам. Эта любовь вечна, нерушима и ждет вашего ответа. Провозглашайте с надеждой: «В Твоих объятиях, Господь, я нахожу прибежище и мир». Теперь позвольте себе немного расслабиться, вспомнив некоторые утешительные истины. Больше нет причин для беспокойства, даже когда мы сталкиваемся с, казалось бы, непреодолимыми трудностями. Если ваша вера опирается на божественную силу, вы будете готовы принять любой вызов, который встретится на вашем пути. Доверьтесь Богу, и вы увидите, как Его любовь и милость ведут вас к будущему, полному надежд и целей. Понятно, что вы преодолеете любые препятствия и противников. Будьте готовы, потому что ближайшие несколько дней принесут вам огромную радость. Будьте тверды и настойчивы в преодолении трудностей. Если что-то пойдет не так, как ожидалось, знайте, что за этим стоит более крупный план. Бог дает вам мудрость и надежду и призывает вас решительно двигаться вперед, пока вы не достигнете своих целей. Тогда глубокая радость видеть, как Его обещания сбываются в вашей жизни. Выразите свою благодарность, набрав 1111. Получите это божественное послание и позвольте ему коснуться вашего сердца. Он был свободен от отчаяния. В душе твоей нет места беспокойству, потому что, когда ты приближаешься к Богу уставший и разбитый, Он обещает помазать тебя святым елеем, приносящим небесный мир. Будьте смелыми и не поддавайтесь потрясению.
Он знает, что Бог показывает свою силу не просто для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы укрепить тех, кто верит в Него. Держитесь подальше от тех, кто сеет сомнения, тех, кто ведет бессмысленную жизнь и дистанцируется от преобразующей благодати. Помните, что вы другие, изменились ваши взгляды на жизнь. И даже если вы человек и легко утомляетесь, знайте, что Бог здесь, чтобы обновить вашу веру и силы. С полной уверенностью заявите: «А Господь, Твоя сила, основа моей стойкости». Поднимитесь на рассвете, и пусть ваши губы дышат преданностью и преданностью. Бог уверяет вас, что никогда не оставит вас и никогда не хочет, чтобы вы оставили Его. Полностью верьте, что когда руки Божьи всегда открыты, чтобы принять вас, ваши молитвы и вопли достигнут небесных ушей, которые ответят вам с полным вниманием. Распространяйте оптимизм, данный вам сегодня, и будьте готовы поделиться благословениями завтрашнего дня. Дорожите этим обещанием и проведите день без горечи, полный мужества и силы. Вы родились с определенной целью, дата и время вашего рождения были выбраны специально. Будьте уверены, что ваши трудности и невзгоды являются частью божественного плана, который приведет вас к процветанию и изобилию. Духовное страдание сменяется богатством вечного счастья. Ценность, которую Бог дает вам в наследие, сделает вас невосприимчивым к нападкам со стороны других. И когда они осознают божественную силу, которая находится внутри вас, ваши враги замерзнут, а те, кто когда-то насмехался над вами, будут искать ваших слов исцеления. Комментарий: Господь мой пастырь, и у меня нет недостатка ни в чем. Божественное послание, которое приходит к вам, приносит надежду и облегчение. Не упустите эту возможность. Поставьте лайк и поделитесь этим видео прямо сейчас. Подпишитесь на наш канал, чтобы получать больше воодушевляющих сообщений сегодня. Именно в этот момент вы получаете необыкновенный дар – полное прощение. Это святилище милосердия признает мужество, которое привело вас к ногам вашего Создателя, признавая ошибки и раны, которые вы, возможно, не смогли преодолеть. Откройте свои глаза и уши, прислушайтесь к терпеливому и любящему голосу Бога. Он зовет вас, требуя вашего внимания. Не ожесточайте свое сердце. Долгое путешествие по пустыне жизни могло превратить ваше желание в пепел. Но вас ждет источник живой воды. Пришло время остановиться и принять важное решение – следовать за Богом. Ему не удастся восстановить вашу жизнь, подарив вам вечное счастье, которое не сможет омрачить ни одна буря в этом мире. Поднимаясь и двигаясь вперед, никогда не сомневайтесь в предложенной вам любви, которая превосходит все и не может быть ни с чем сравнима. Ваша доброта не уменьшается из-за препятствий, с которыми вы сталкиваетесь, и ваше существование не определяется неудачами. Не стоит недооценивать ценность своих слов, настойчивости и убеждений. Божья благосклонность и прощение постоянны и постоянны, как бы к вам ни относился мир. Если вас когда-либо высмеивали или предавали те, кому вы доверяли, знайте, что Создатель за пределами этой неудачи. Под одним небом и праведники, и неправедные сталкиваются с трудностями. Но Всемогущий наблюдает за всеми усилиями тех, кто служит и чтит Бога. Оно прощает несовершенства и неустанно усиливает их. Пишите с уверенностью в вашей верности: «Я нахожу защиту, сэр».
Бог вступил с вами в небесный союз, вечное обязательство, представленное звездами на небесных крыльях. Он дал вам спасение, сделав вас наследниками благословений, которые приносят силу, мир, терпение и любовь. Ваши глаза откроются, чтобы увидеть за пределами невзгод, а ваше сердце наполнится будущим, которое вас ждет. Ваш путь вымощен небесными силами и обновленными союзами. Помните, что вас глубоко любят и никогда не бросят. Провозгласите эти сильные слова, которые отражают непоколебимую силу веры, которая сделает вас стойким перед лицом страданий и великим перед лицом испытаний. Сегодня Бог предлагает утешение вашему обеспокоенному сердцу. Каждый раз, когда Он разговаривает с вами, вы почувствуете Его любящее и постоянное присутствие. Я хочу, чтобы вы верили в Него больше, чем в любое другое существо во Вселенной. Это наполнит вас силой, и когда вы откроете глаза, вы сможете увидеть замыслы тех, кто тайно замышляет против вас. Никакое злое действие не может затронуть вас, потому что вы в безопасности в руках Бога. Покажите свою веру, набрав 777. Вам нужны воодушевление и смелость, чтобы противостоять жизненным трудностям. Божье Слово имеет силу изменить, принести мир и спокойствие. Ставьте лайк, делитесь и подписывайтесь. Это приглашение к тому, чтобы эти благословения пришли и к вам. Да, вере в небесную защиту. Помните, что вас гармонично окружают ангелы-хранители, которые образуют защитный барьер вокруг вашей жизни. Любое зло, нападающее на вас, нейтрализуется. Бог отменяет злые замыслы людей, имеющих намерение разрушить и превратить их в прах. Даже когда враги в ярости атаковали, их планы провалились, и они сами со стыдом ушли. Поэтому отвергните всех негативных духов, и пусть ваша речь будет словами веры и надежды. Твердо держитесь своего божественного обязательства и не теряйте силы из-за распространения клеветы, оскорблений или лжи. Вы можете справиться с этим. Я очистил вас своей жертвой, но многие не хотят принять великую работу, которую я совершил в вашей жизни. Что бы они ни говорили, ни ваша вера, ни ваш дух не должны зависеть от них. Это правда, что многие люди отвергнут ваше прощение, возненавидят вас навсегда, откажутся видеть вас снова и изгонят вас из своей жизни. Это их решение, и вы должны его принять. Вы сделали все возможное, чтобы выйти из ситуации. А теперь иди, ибо я сотворю с тобой чудо. Поверь мне, вставай. Я дам тебе силы и мужество противостоять любой ситуации. Я освобожу тебя от отчаяния, исцелю твой разум от всякой депрессии. Если вам грустно или вам что-то трудно понять, знайте, что я здесь для вас. Просто приди и послушай. Даже если вы чувствуете, что споткнулись и вам нечего мне дать, ваша вера, покаяние, верность и преданность – драгоценные дары для меня. Примите правду, моя любовь к тебе непоколебима. Доверьтесь этому опыту, почувствуй это глубоко. Я никогда тебя не оставлю, тебе не причинят никакого вреда. Ты под моей опекой, и я рядом с тобой даже в самые трудные минуты. Сохраняйте свою веру, когда кто-то уходит из вашей жизни, когда вы чувствуете, что возможность упущена, когда вы сталкиваетесь с материальными потерями. Не бойтесь, у тебя есть жизнь. Моя любовь к тебе постоянна. Почувствуй мои объятия,
ты занимаешь ценное место в моих планах. Желаю вам выздороветь, обрести покой, выполнять свои повседневные обязанности честно, без страха и страданий. Дорожите своим Небесным Отцом. Трансформация, происходящая в вашем окружении, направляется моей могучей рукой. Остановите свою занятую жизнь, не изолируйте себя, потому что боитесь событий, которые могут произойти, не молчите. Продолжайте молиться и благодарить. Не отступай ни от кого, и уж точно не от меня. Я жажду благословить вас сверх ваших мечтаний, открыть вашему сердцу смысл моей жертвы. Я положил свою жизнь на крест и понес все твое наказание на своем теле. Я страдаю за тебя. Есть вера, я пришел освободить тебя от чувства вины, чтобы ты больше не чувствовал себя подавленным. Вам суждено получить богатое наследство в жизни. Я обеспечил вам благословение и мир, поместив вас в царство любви. Я хочу, чтобы вы всегда чувствовали себя любимыми и в безопасности, всегда в тепле или прохладе, куда бы вы ни отправились. Я избавился от чувства изоляции, пустоты внутри, плохого предчувствия надвигающейся беды. Если предательство заставило тебя плакать, а твоя душа разбита, знай, что моя слава окружает тебя. Оно исцеляет вашу боль, облегчает отчаяние и направляет вас к многообещающему будущему. Не плачь о тех, кто тебя не ценит. Не оставляйте драгоценное место в своем сердце для тех, кто причинил вам боль. Если они решат уйти, пусть будет так. Если они подумывают о возвращении, обдумайте свое решение и будьте осторожны. Я не хочу, чтобы ты был одинок. Я глубоко забочусь о вашем эмоциональном благополучии. Доверьтесь моему выбору времени, не торопитесь действовать и не требуйте от меня быстрого ответа. Ваша душа будет охраняема и утешена. Однажды, когда вы придете в свой небесный дом и предстанете передо мной, вы поймете многие ситуации, с которыми вы сталкиваетесь. Но для этого еще есть время, и я хочу, чтобы вы ощутили кусочек рая на земле. Это вечное чувство, это неразрывная связь любви, это божественная нежность, сияющая ярче тысячи солнц, окружает вас чистым, славным светом. Я здесь, чтобы благословлять, лелеять и защищать вас. Поверьте мне, потому что я обязательно это сделаю. Твоя жизнь в безопасности в моих руках. Позвольте мне организовать обстоятельства и людей вокруг вас. Я никогда не хочу, чтобы вы жили в одиночестве, в постоянной нужде, в хаосе или в тени страха. Не бойтесь никого, отпустите свою хватку за мирские блага. Когда жизнь течет по вашим венам, у вас есть больше, чем просто надежда. С верой в сердце ни одна дверь не закроется. Царство дивных чудес ждет вашего звонка. Позвоните каждому члену семьи и выразите им свою глубокую любовь. Пусть слезы придут, плакать не стыдно. Сегодня в вашем доме начинается новая эра, эра исцеления и обновления. Священные благословения, которые я дал тебе, теперь окружают тебя, становясь все ближе и реальнее. Примите это с благодарным сердцем. Я хочу поговорить с тобой завтра снова. Вы наполнитесь покоем и чувством безопасности, зная, что я жду вас здесь с распростертыми объятиями, полными любви. Здесь, в моем присутствии, тобой дорожат. Путь к победе и обильным благословением перед вами. Поверь мне, потому что я всегда с тобой,
веду тебя к свету. Рядом со мной расцветает настоящая жизнь, радость, которую ты никогда не испытывал, чувство красоты, превосходящее все, что ты когда-либо знал. У меня есть веская причина, чтобы ты жил. Я открыл этот путь, который приведет вас к вашим мечтам, чтобы вы могли следовать им. Вам больше не нужно оглядываться назад. В твоем прошлом нет никого, кто любил бы тебя так сильно и желал бы тебе только добра, как я. Я хочу благословлять тебя и всегда направлять тебя. Примите уверенность в том, что вы чувствуете себя любимым и защищенным сверхъестественным Богом. Я не прошу никаких материалов, золото, серебро и драгоценные камни меня не впечатляют. Я тронут вашей верой и искренностью. Вы действительно хотите перемен, вы хотите прожить жизнь такой, какой она должна быть, максимально используя каждый момент и используя свои таланты и ресурсы, чтобы благословлять других, начиная с вашей семьи. В своем сердце вы хотите поделиться с миром тем, что есть любовь, прощение и искупление, путь, истина, и что здесь, в моем присутствии, они найдут силу, необходимую им, чтобы снова подняться и начать все сначала. Отпустите то, что позади вас. Я призываю вас сделать этот выбор для себя, и если вы ищете помощи, просто свяжитесь со мной, и я протяну вам руку помощи. Я навсегда очистю ваш путь от всех препятствий, так что не расстраивайтесь, когда вы перестанете получать сообщения или подтверждения от тех, кто не прав. На кресте я пожертвовал своей жизнью, чтобы ты мог быть освобожден. Вы не созданы для эмоционального рабства. Вас больше не будут преследовать ложные привязанности. Я даю вам дух любви, самодисциплины, смелости и истины. Если вам придется столкнуться с людьми из вашего прошлого или пережить боль своего прошлого, не бойтесь, потому что я с вами. Я заставлю рыкающих львов замолчать, я победю насмешников, когда ты пройдешь через огонь. Вы не прикоснетесь к огню, как раньше, ваша одежда, волосы и ноги не будут страдать от тех мучений, которые они испытывали когда-то. Сегодня во имя Мое Святое вы столкнетесь с этими проблемами и через Мой Святой Дух преодолеете их. Ответь мне, я хочу услышать, как, по вашему мнению, эти слова зажгли угасшую веру и вновь разожгли огонь воли к победе. Слушайте, принимайте и верьте. Нет такой вредной привычки или порока, который вы не могли бы преодолеть, враг не имеет над вами власти, и вы должны в это поверить. Ведь магия, колдовство, привязка или амулеты не смогут вам навредить. Вас окружает армия зла, но они только шумят, выкрикивая пустые угрозы. Они хотят, чтобы вы их боялись, потому что страх – единственное, что может вас остановить. Восстаньте, храбрые сердца, я доверяю тебе свою силу. Встаньте над конфликтом, который возникает, чтобы украсть вашу радость. Сегодня твоя цепь порвалась. Отчаяние, которое тяготило тебя, эмоции, которые тебя потрясли, воспоминания, которые ранили тебя, все это закончилось сегодня. Возьми меня за руку, дорогая, и давай вместе двигаться вперед к будущему, полному побед и божественного благоволения. Вернитесь ко мне завтра, прислушайтесь к моему руководству, и я дам вам непрестанный поток живой воды из вечного источника. Будьте уверены, мой Святой Дух будет продолжать купать вас в моей окутывающей любви и моем удивительном присутствии, которое останется с вами навсегда. Я повторяю это послание, потому что знаю, что его эхо в ваших ушах – это радость и мир.
Моя любовь к тебе бесконечна, мои благословения текут в вашу жизнь божественным потоком, обогащая вашу семью, ваш бизнес и ваш дом. Никакая сила, никакое существо не сможет прервать этот поток. Примите это обещание и живите в мире. Помни, что я с тобой от первого твоего вздоха и до скончания веков. Мои руки обнимают тебя, мои небесные легионы стоят перед вами день и ночь, и мой Святой Дух ведет вас сейчас, завтра и вовеки. Устраните стресс, просто расслабьтесь, отпустите заботы, я гарантирую. Страстные слова льются из твоей речи, ты тихий источник живой воды. Источник ободрения течет изнутри вас, обновляя плохое настроение. Стойте твердо в вере, я следовал окончательному решению, и мое суждение было безупречным. Во всех испытаниях, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, рассчитывайте на то, что я приведу вас к победе, проложу для вас новый путь и буду рядом с вами. Держитесь за жизнь и широко откройте свое сердце, чтобы оно было наполнено любящими словами. Ты создан для того, чтобы наслаждаться сиянием моего небесного света, а не для того, чтобы задерживаться в тени или сковывать себя отчаянием. Почувствуй рассвет, принять тепло его сияния. За тьмой, которая когда-то окутала вас, скрывается проблеск надежды. Я снял все бремя, которое когда-то сковывало тебя отчаянием и одиночеством. Пренебрежение и оскорбление, шумиха и чушь, каждая попытка подчинить вас и украсть ваши усилия, все это теряется, выливается наружу. Не зацикливайтесь на прошлых горестях и не пытайтесь вернуться в прошлое, чтобы восстановить то, что было потеряно, потому что его больше не существует. Ваша душа очистилась, разум спокоен, а сердце готово к новому, радостному началу. Бесчисленные благословения ждут вас, врата и врата небесные широко открыты, чтобы почтить вашу стойкость. Ваша вера и доверие стали вашим подношением мне, ты поставил меня на передний план своей жизни. Я был вне себя от радости, самый гордый отец всего творения. Продолжить, возрадуемся радости грядущей победы твоей с тем же рвением, которое ты проявляешь в своих ежедневных молитвах, с той настойчивостью, которую ты проявляешь, когда, не страшась ни времени, ни обстоятельств, преклоняешь колени и ищешь моего присутствия в своих молитвах. И я приглашаю вас выйти и принять победу, которая вас ждет. Примите великие благословения, которые я вам даю, мои слова, столб силы для храбрых, опора для победителя, маяк мудрости для каждого, кто решает принять меня в свое сердце. Оставьте позади жизнь, в которой вы когда-то жили без веры и надежды. Я открываю для тебя священный портал, протягиваю руку. Я помогу вам подняться по лестнице на другой уровень, где сверхъестественное будет формировать ваше существование. Пусть чудеса случаются каждый день, ваша уверенность в себе является ключевым моментом. Мой Божественный Дух будет твоим проводником. Вы не ищите в своих молитвах легкомыслия или заблуждения, потому что знаете, о чем молиться. Я ценю вашу благодарность за мой ответ. Используйте мою благосклонность, чтобы помочь другим, поделитесь с нуждающимися тем, что я дал вам. Вы не из тех, кто предлагает небольшую помощь, вы приносите радость и утешение в беспокойное сердце. Когда вы будете распространять это послание надежды и исцеления, ваши благословения будут умножаться. Не бойтесь победы, добивайтесь победы, не избегайте процветания, ваши родственники будут очень добры и даже.
Ваши враги и незнакомцы получат божественное прикосновение, которое сменится от печали к счастью. Увидьте плоды своих молитвенных решений в видении. Семьи, разлученные новыми мощными событиями, примиряются, слабые поднимутся со своих постелей, ободренные моим словом. Ваши долги будут погашены, а ваш стол всегда будет полон сбережений. Я обильно пополню ваши запасы, чтобы вы могли свободно раздавать нуждающимся. Необузданные в тревоге, как я и обещал, через вас пройдут еще большие чудеса. Кроме доверия, ведь новый день принесет вам новые откровения и встречи. Глядя на огромное голубое небо, полное возможностей. Будьте сильными, старайтесь, будьте смелыми, потому что вам еще многого хочется достичь. Моя любовь к тебе глубока, и я хочу осыпать тебя благословениями. Ты мне поверишь, не беспокойся о семейных проблемах, не волнуйтесь, все в моих руках. Мои ангелы окружают твой дом, моя любовь окружает твою обитель. Даже если дела идут не так, как вы, будьте терпеливы, потому что я все контролирую. Найди во мне спокойствие сегодня, поверьте мне. Я превращу каждое твое испытание в большую победу, поддерживая тебя и воодушевляя. Пусть не будет страха в ваших сердцах, ибо мои слова дают вам силы выстоять и добиться успеха во всех ваших начинаниях. Хотите мира и благополучия в семье, гармонии в доме? Продолжайте молиться, не сосредотачивайтесь на своих трудностях, а скорее на искренних просьбах. Ваша вера и убеждения не остаются незамеченными, и я благословлю вас обильно. Ожидайте, что чудеса произойдут, ожидайте, что благословения наполнят вашу жизнь, а борьба исчезнет. Соберите свою семью в молитве, наблюдайте и защищайте ее. Проводите час каждый день, молясь вместе передо мной. Несмотря на испытания и бури, я дал тебе великие благословения, никогда не оставляя тебя. Некоторые люди, будучи неблагодарными за мои благословения, поддаются гордыне и отвергают Бога, который их спас. Берегите свой дом от такой глупости, напоминайте им каждый день об источнике их благословений. Благодаря усердной молитве проклятие не коснется их жизни, болезни и недостатки исчезнут. Ваш дом будет охранять множество ангелов, противник не приближается. Представьте, что ваша семья объединилась, а ваши дети благословлены отражением моей сверхъестественной силы. У меня есть особое предназначение для каждого в твоем доме. Никто не будет украден из моей руки. Я защищаю тебя каждый день, дарую тебе обильные благословения. Взамен я прошу вашего сердца и верности, меня зовут Жизнь Вечная. Мое обещание заботиться о тебе и благословлять тебя непоколебимо. Я прошу лишь определенной формы веры, обязательства искать меня, непрестанно молиться и непрестанно верить. Будьте готовы стать свидетелями чудес и чудес. Моя сила проявляется в семье, которая ищет меня со смирением и благодарностью. Я тот же вчера, сегодня и во веки веков с тобой. У меня есть твердое обязательство, которое я никогда не нарушу. Я дал тебе Святого Духа и свои сверхъестественные дары, и я наполню тебя. Я дорожу твоим сердцем и люблю твою семью, ваши отношения и благодарный дух делают меня счастливым. Однако вы также оказываете мне честь, когда ищете хорошее в людях, которых любите. Здесь, в моем присутствии, вы найдете все, что вам нужно,
веру, силу, мудрость и терпение. Получите мою любовь. Спасибо, дорогой, ваши благословения уже близко в ближайшие дни. Откройте свое сердце счастью, ведь грядущее чудо сбудется. Будьте уверены, так же, как в моменты, когда вы чувствуете себя загнанными в угол и безнадежными, мой дух открывает вам мое могущественное присутствие. Мне не суждено вас разочаровать, победа – твой путь. Однако я хочу, чтобы вы разыскали меня и по-настоящему узнали меня. В этом мире ты не найдешь такой полной и глубокой любви, как моя. Некоторые люди могут не понимать этого, вместо этого предпочитая игнорировать или отрицать эту любовь, не веря, что их тоже по-настоящему любят. В своем скептическом отношении они пытаются внушить другим веру в то, что они одиноки, без Бога, который их так любит. Но вот я перед тобой, с широко раскрытыми объятиями, готовый доверить мне свое усталое сердце, которое скрывает мечты и иногда проливает слезы. Ваши намерения чисты. Я очень хочу исполнить заветные желания ваши и вашей семьи. Я не позволю вам быть обремененным неуправляемым долгом. Я не хочу, чтобы ты был чьим-то подчиненным. Благословения, которые я предлагаю вам, бесплатны и даны для того, чтобы вы могли обогащать других, поддерживать тех, кого любите, а не копить их эгоистично. Скрытые семена никогда не прорастут. Позвольте рекам изобилия течь свободно и приветствуйте процветание, предназначенное для вас. Я Бог тех, кто помогает, делится и щедро дает, я твой хранитель. Благословения, которые я даю вам, будут умножены, если вы будете гарантировать, что вы ничего не захотите. Я заявил, что ваша борьба и тяжелое бремя в вашей повседневной жизни закончатся. Я питаю ваш дух словами веры, надежды и любви. Это не просто слова для показухи, это мое обещание вечной жизни. Берегите их в своем сердце и разуме, и они приведут вас ко многим победам. Вам не нужно бояться своих врагов. Вы не будете знать нужды, и ваши потомки не будут умолять и потерпеть поражение. Я повышаю ваше осознание сверхъестественной силы моего Святого Духа. Мое прикосновение к вашей душе не только для утешения, это укрепление самодисциплины, позволяющее вам встать и действовать, сражаться и побеждать, заставлять ваших противников отшатываться от радости, гарантировать, что вы не боитесь любой ситуации. У тебя необыкновенная стойкость, но помни, что именно мое присутствие укрепляет тебя. Я превратил твою печаль в радость, твою беспомощность в направление. Вы выделяетесь как необыкновенная личность, и даже люди из вашего прошлого могут видеть в вас изменения настолько большие, что они указывают на божественное влияние. С каждым днем ты лучше отражаешь то, кто я есть. Я благословил тебя помазанием небес, дав тебе силы подняться снова. Куда бы вы ни пошли, я обещаю открыть вам путь и дать вам благословение. Я призываю вас расти, распространять доброту во всех своих начинаниях, делиться хорошими новостями со всеми, кого вы встречаете, независимо от их насущных потребностей. Это так даяние не напрасной, каждая радость, которую вы дарите, вернется к вам в усиленном виде. Примите мою точку зрения, потому что я обещаю осыпать вас благословениями. Представьте себе величие, превосходящее мирские богатства. Подумайте о жизни, наполненной бесконечным изобилием и вечной жизненной силой. Занимайтесь этим серьезно, и все приложится.
Вникай в мое имя, учись у него, заметьте, что за каждым чудом стоит человек с нежной и серьезной верой. Независимо от того, считаются ли они важными или простыми, они верят в сверхъестественное, заставляя вашу веру сиять еще больше. Они были свидетелями вдохновляющих деяний, разделения морей, побед над великими армиями, заботы о бедных, исцеления больных и стойкости в испытаниях без жалоб. Тот же Дух, который наделил их силой, сейчас находится в вас. Вы находитесь среди истинного Бога. В моем присутствии вы найдете любовь, милосердие, исцеление и спасение, мудрость, терпение. Посреди твоего отчаяния я дам тебе силу. Посреди твоего отчаяния я принесу радость. И даже когда все кажется безнадежным, я найду способ найти выход. Это то, что Бог сказал своему народу. Вам нужно помнить, что перемены в жизни неизбежны, и мы должны встретить их непредвзято и сердцем. Всего за 6 месяцев ваш образ жизни может претерпеть серьезные изменения, которые могут повлиять на вас эмоционально, финансово и психологически. Среди ваших трудностей найдите утешение, зная, что Бог рядом с вами. Он никогда не оставит тебя и не покинет тебя. И вы можете быть уверены, что Он приведет вас на ваш праведный путь. Боже, я молюсь за людей, которые изучают это. Даже если что-то пойдет не по плану, помните, что радость Господня – это наша сила, наше спасение и наша надежда. Даже когда мы не понимаем. Во имя Иисуса Христа я молюсь, чтобы Ты, Господь, направил их шаги сегодня. Исцелите их болезни, удовлетворите все их потребности, победите всех врагов и дайте возможность обильным благословением влиться в их жизнь. Сделайте свой дом счастливым и безопасным, сосредоточив внимание на ангелах и как можно скорее убирая все неприятное из своего жизненного пространства. В противном случае это замучает всех и доставит массу проблем. Ты мой возлюбленный слуга, и никакое оружие, направленное против тебя, не победит тебя, моя дорогая. Можете ли вы поверить, что на этой неделе я осыпаю вас благословениями, прорывами и чудесами? Чудо, о котором вы даже не мечтали. И что я превращу твои страдания в силу, а твои испытания в выгоду. Сохраните вашу веру. Я осыпаю тебя благами. И мои дети должны знать, что эти достижения и сильные стороны исходят от меня. Ничто не может стереть, нарушить или разрушить то, что я вам обещаю. Достигните необыкновенного измерения, места, куда Бог хочет вас привести, однако этот прогресс можно остановить, если прислушаться к тем, кто пытается увести вас в пропасть. Божий план для вас – это процветание и изобилие, и ваше отношение к победе имеет важное значение для достижения всех побед, которых вы достигли и будете продолжать достигать. Они олицетворяют не только Божью верность и любовь, но и вашу истинную преданность Ему. Заявите с уверенностью: «Господь, я доверяю Твоим неизменным обещаниям, деталям Твоих путей, Твоему ежедневному отношению верности и поклонения». Бог всегда хочет быть главным героем, Он готов открыть тебе чудеса, которые совершаются. Никогда не слышал этого, и это потому, что вы действительно цените эти отношения. Помните ли вы ночи, когда Бог нашептывал божественные сны в ваше сердце, и как вы просыпались отдохнувшими с более ясным видением цели и судьбы? Это была ваша необычайная вера,
которая привела вас в жизнь и духовное пробуждение вашего дома. Это время исцеления, время принести обиды или непрощение пред Богом. Пришло время отбросить наши разногласия и принять преобразующее примирение. Будьте восприимчивы и не осуждайте тех, кто, осознав свои ошибки, обращается к вам. Приветствуйте их, Божья любовь к вам необыкновенна, и Он желает излить на вас благословение мира, радости и изобилия. Цените каждый момент, проведенный в Его направлении, создавая новые соглашения. Предложите Ему сверхъестественную любовь, и однажды вы снова услышите Его голос и почувствуете Его присутствие, где бы вы ни находились. Бог желает близкого и регулярного общения с вами. Подойдите к Нему с искренним сердцем и откройте для себя бесконечную любовь, которую Он может вам предложить. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться. Осознайте сострадание в каждом слове, которое исходит из этого вдохновляющего послания. Продолжайте двигаться вперед с уверенностью, потому что свидетельства вашей жизни, ваших действий и ваших успехов откроют явное присутствие Бога рядом с вами. Божественные благословения текут к вам, благодать Божия изливается обильно. Он обитает в искренних сердцах, а именно в тех, кто просто повторяет Его имя со смирением и истинной верой. Всегда помните, что вы можете положиться на силу и верность Создателя. Он обещает, что никогда не оставит и не забудет тебя. Не позволяйте себе поддаться импульсу во времена гнева, провокации, вызова и чувства слабости. Найдите прибежище в мире, которое может дать только Он. Послушайте еще раз и позвольте этому резонировать с вами. Никогда не бойтесь, не принимайте поспешных решений, которые могут привести к сожалениям и ослабить ваш энтузиазм, когда вы почувствуете агрессию. Постарайтесь не реагировать бурно, так как такие действия могут затуманить вашу душу и задушить волю к жизни. Отнеситесь к этим словам серьезно, поскольку они особенно предназначены для тех из вас, кто чувствует тяжесть ежедневных проблем. Провозгласите: «Господь, я верю в Твое утешительное и вечное присутствие». Бог призывает вас, приходите, поговорите и поделитесь своими проблемами. Он готов выслушать, ответить и проявить любовь, превосходящую ваше понимание. Но чтобы это произошло, вы должны впустить Его в свою жизнь сверхъестественным образом. Ваша зависимость от Бога станет ключом к ожидаемому вами процветанию. Долгожданная благая весть придет, потому что Божья сила реальна в верующих с чистыми и преданными сердцами. Осознайте, что ваш путь не будет свободен от трудностей. Вы встретите людей, которые будут задавать вам вопросы, бросать вызов и бросать вам вызов. Укрепленные этой истиной, не бойтесь. Ваши оппоненты смогут похвастаться несуществующими достоинствами и скрыть свои недостатки за завесой кажущегося совершенства. Тем временем вы продолжите получать бесконечные и сверхблагословения Бога. Я справлюсь с любым испытанием, сохраняя непоколебимую вашу веру. Комментируйте с благодарностью: Бог в вас, я нахожу в себе силы преодолеть все трудности. Божественное послание, которое вы только что услышали, полно надежды и оптимизма. Помогите распространить эту хорошую новость, поставив лайк, поделившись этим видео и подписавшись на наш канал. Вместе мы можем принести веру и ободрение многим сердцам. Вы драгоценный член божественной семьи,
сын вы или дочь, и можете быть уверены, что ничто и никто не сможет противостоять вам, потому что сам Бог – ваш защитник. Не чувствуйте себя одиноким или растерянным, даже если ложь пытается вас сбить с толку, потому что упадок разрушается всемогуществом Творца. Как любимый сын или дочь, послушно и верно идущие по Божьему пути, знайте, что у вас есть доступ к истинной свободе, которую Бог хочет дать вам. И это освободит вас от всех душевных страданий. Благодаря божественной жертве была пролита чистая кровь, и когда вы слушали голос небес, пришло исцеление, которое охватило вас полностью. С уверенностью провозгласите: «А Господь, я верю в Твое вечное присутствие». Не бойся, не горюй. Не отчаивайся, доверься мне, ибо сегодня я Твой Бог, говорящий с самой глубокой частью твоего существа, слушающий твой глубочайшая, истинная страсть, чувство биения сердца, которое ищет истину и простоту. Молитвы каждого человека достигают дверей моего престола благодати, и оттуда льется бесконечный поток благословений. Мое присутствие сильнее рядом с сердцем, свободным от гордыни, сердцем, которое признает свои прошлые неудачи и понимает, что все они стерты передо мной, как только что выпавший снег. Вот какую чистоту я вижу в тебе. Поверить в это может быть непросто, особенно когда поспешные решения привели к разочарованию. Не расстраивайтесь, я понимаю, и я здесь, чтобы приветствовать, заботиться и вести каждого из вас к исполнению судьбы, которую я приготовил для вас. Он подтвердил: «Я очищен и обновлен Божьей благодатью». Божье послание сегодня – это приглашение принять Его любовь и ходить с уверенностью, которую она дает.